8 июля средний взвешенный курс таджикского сомони к доллару США составил 10,57 сомони к $1. Курс сомони к рублю составил 0,16 сомони за 1 рубль. Курс сомони к евро составил 10,76 сомони за 1 евро. Средние курсы продажи наличной иностранной валюты в кредитных организациях Таджикистана составляет $1 США от 10,50 до 10,60 сомони, 1 евро от 10,70 до 10,90 сомони, 1 российский рубль от 0,1665 до 0,1685 сомони. Мировые цены на нефть в пятницу утром растут на опасениях возникновения дефицита этого вида сырья на рынке. Нефть марки Brent находится на уровне $104,99, марки WTI на уровне $102,60 за баррель. Стоимость золота в пятницу утром стабильна. Рынки ожидают публикации данных по безработице в США, что может отразиться на курсе доллара и ожиданиях по ключевой ставке, и находится на уровне $1739,85 за тройскую унцию. В январе-мае 2022 года экспорт текстильной продукции из Узбекистана в Таджикистан составил $10,5 миллионов, что почти в 2 раза больше показателей аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает Гомкомстат Узбекистана. По данным ведомства, экспорт товаров и услуг из Узбекистана в Таджикистан в отчетный период составил $171 миллион, увеличившись на 11,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольшая доля узбекского экспорта текстильной продукции в январе-мае 2022 года пришлось на Россию. Далее следуют Турция и Китай. Товарооборот между Таджикистаном и Узбекистаном за первые 5 месяцев этого года достиг $233,7 миллионов, что на 29,9% превышает показатель аналогичного периода 2021 года. Кредитные организации Таджикистана выделили кредитов на сумму более 4,4 миллиардов сомони за 4 месяца этого года. Этот показатель на 0,3% меньше, чем годом ранее. По данным Национального банка республики, средняя процентная ставка кредитов в национальной валюте составила 23,9%. Этот показатель в иностранной валюте составил 11,7%. Больше всего выдано потребительских кредитов, кредиты для развития сельскохозяйственного сектора, промышленности и внешней торговли. На потребление, то есть потребительские кредиты, выдано 33,4% от общего размера выделенных займов, или более 1,4 миллиардов сомони. На развитие сельского хозяйства выделено 879 миллионов 300 тысяч сомони. У российских банков появилась новая головная боль из-за санкций и разрыва цепочек поставок, спровоцированных войной. У них заканчиваются чипы для банковских карт. В Сбере, самом крупном российском банке, придумали простое разрешение этой сложной проблемы – выковыривать чипы из неиспользованных карт. Чипов стало мало, стоить стало дорого, соответственно, наши коллеги из Центра эмиссии придумали решение близкое к гениальному – реимплантация чипов банковских карт. То есть мы начали выковыривать чипы из карточек и выставлять их в новые карты, заявила об этом исполнительный директор Сбера Ольга Маклашина на конференции Payment Security Online. В России один производитель чипов для банковских карт – это Микрон, писал Коммерсант. Мощности его не хватает для того, чтобы удовлетворить российский банковский сектор. Власти, по данным газеты, рассматривают возможность допустить на рынок китайских производителей болванок банковских карт. Центральные банки мира в мае увеличили свои резервы золота на 35 тонн, об этом сообщает World Gold Council. Крупнейшим покупателем драгоценного металла в конце весны стала Турция, ее золотой запас пополнился на 13 тонн. Второе место занял Центробанк Узбекистана, скупивший 9 тонн и наращивающий объемы второй месяц подряд. Нацбанк Казахстана с дополнительными 6 тоннами стал третьим в списке. Также активно покупали золото Центробанк Катара 5 тонн и резервный банк Индии 4 тонны. Единственной страной, отчитавшейся о сокращении золотого запаса, стала Германия – минус 2 тонны. Организация отмечает, что ее драгметалл предположительно пошел на чеканку монет вместо продажи. В первом квартале Узбекистан занял второе место в мире по объему экспорта золота, а в феврале первое. За 3 месяца с начала этого года золотой запас сократился на 25 тонн, достигнув 337 тонн. Больше драгметалла в этот период продал лишь Казахстан.